Беслан, вы организатор клуба ораторского искусства Speak Up, что послужило таким ключевым толчком к его созданию. Да, все верно. Я и мой товарищ Данхажиев Дани являемся организаторами клуба ораторского искусства. По большей части вдохновением послужило то, что, наблюдая за ораторами античных времен и вообще современных наших времен, мы понимаем, что, ну, если можно заметить закономерность, что слова, которые говорятся, рассказываются, слова, которые подбираются в нужный момент, в нужное время, на самом деле очень большое влияние оказывают на народ и, в принципе, на общество, само собой, в положительном ключе. Можете поделиться несколькими такими эффективными техниками ораторского искусства? Техниками, скорее подскажу вам, техники для подготовки общения и речи. Это, наверное, первое, больше читать самую различную литературу, научные статьи, физические какие-нибудь сборники. Также советую научиться выступать перед людьми. Для этого просто ставите камеру, записываете себя на камеру или же просто выступаете, да, перед зеркалом, для того, чтобы вообще увидеть свои ошибки и избавиться от стеснения. И третье, наверное, самое необычное, но все-таки лично для меня действенное, это следить за своей речью в момент разговора, то есть пытаться подбирать слова, контролировать отсутствие слов-паразитов и ненужных звуков. Это получается какая-то наигранность, нежели искренность, нет? Скажу так, что ораторское искусство — это не всегда искренность. Это смешивание искренности вместе с так называемой вами, как вы сказали, наигранностью. На самом деле такое не является, это просто правильный подбор слов. А насколько вот это допустимо или, скажем так, этично или правильно, да, скажем так, вообще в общении с другими людьми? Конечно, это этично. Почему нет? Даже сейчас я с вами разговариваю, не веду наигранную речь, а просто подбираю правильные слова, но тем не менее они идут из моих личных мыслей, из моих личных доводов. Хорошо, вы еще работаете в управлении почты по СКФО. Вот в чем заключается именно ваша роль? Смотрите, работаю в отделе финансово-локальных систем. Если вкратце, обеспечиваю безопасность таких вот этих финансовых транзакций, чтобы они переходили от отделения почтового до главного пункта по защищенному каналу. Айтишники, я думаю, меня поймут, по какому каналу, чтобы путь и дорога, она шифровалась. Хорошо, Беслан. Мурад, вы ведущий научного подкаста 1920. Почему именно вот такое название и какова его основная миссия? Название было в первую очередь подобрано из-за нашего университета нефтяной, который был и основан в 1920 году. Собственно, название истекает из данного времени. А миссия нашего подкаста — это донести до людей всю интересность и многообразие научного направления. То есть мы стараемся простыми словами, простым способом показать, что наука — это не сложно, а интересно и местами забавно. И вот в первую очередь наш подкаст, он ориентирован на молодежь, чтобы они могли развиваться в данной сфере и узнавать о ней что-то новое. Как вы вообще выбираете гостей и темы для выпусков? Смотрим на людей, которые могут быть интересны, которые, в первую очередь, которые разбираются в той или иной теме. То есть это самое важное, потому что никогда нельзя давать какую-то ложную информацию, особенно об науке, потому что в последнее время все больше и больше людей и информация, которая не является действительной. Почему вообще выбран такой формат, да, подкаст для популяризации научных знаний? Это довольно-таки интересная тема, потому что на данный момент очень быстро идет информация, и людям очень важно, чтобы информация преподносилась не однобоко на протяжении 45 минут, как у нас в школах, а чтобы она давалась быстро, четко и интересно. Поэтому подкаст — это динамичное место, где темы, вопросы и само обсуждение перетекает из одной точки в другую, но таким образом помогает охватить очень высокий спектр информации. И, в первую очередь, он очень популярен у нынешней молодежи, и, собственно, поэтому он и был выбран. На самом деле, мне тоже вообще нравится этот формат подкастов. Мне кажется, это вообще прям такой топовый формат сегодня в сфере журналистики. Мурад, ну ты вообще сегодня в костюме, да, университета.
Насколько ты хорошо знаешь историю университета? О, тяжелая тема, но мы стараемся знать там, где мы учимся. Но, я так понимаю, сегодня мы Главное. проверим знания. Мы проверим, потому что у нас как раз первый вопрос про нефтяной университет. О, так. Так, у вас есть, значит, 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Так, 50 на 50. 50 я на думаю. 50, да, самое удобное. И право на ошибку, наверное. Хорошо. И первый вопрос звучит так. По какой научной специальности Михаил Миллиончиков защитил докторскую диссертацию? Геолого-минералогических, технических, химических, физико-математических. Смотри, у нас Миллиончиков, Так, наш выпускник. выпускник технического вуза, правильно? Да. Но это 100% не А, не С. Ну, было бы странно, если он был бы доктором химических наук в техническом университете. Да. То есть это либо Б, либо Д. Мгм. Смотри. Так, ладно. Докторскую диссертацию. Он занимался прикладной физикой и изучением ядерной науки. Да. Но это Он изучал, но у нас в первую очередь технические науки. вуз технический, правильно. Я склоняюсь к Б, наверное. Давай, да, мне тоже кажется, что часть докторской по... В 1945 году Михаил Миллиончиков защитил докторскую диссертацию по техническим наукам на тему гидромеханический анализ некоторых способов эксплуатации нефтяных скважин. Абсолютно верный ответ. В работе был решен ряд актуальных и сложных задач, имеющих непосредственное отношение к нефти и газодобыче. Второй вопрос. Какой факт о казино Ам выдуман? В нем водятся уникальные обитатели, площадь поверхности 2000 квадратных километров, вода имеет уникальные физические свойства, расположена на высоте 1854 метров над уровнем моря. Опять что-то логическое должно быть. Так, можно же вопрос задать, правильно? Вот в нем вводятся уникальные обитатели. Подразумеваются рыбы, которые или же... Да, рыбы, которые Не в водятся. других, в других местах да. не встречаются. Ага. А уникальные физические свойства — это Это, наверное, какая-то плотность воды или что-то еще. особая плотность воды. Так, какой факт о казино Ам выдуман? В нем вводятся уникальные обитатели. В теории может быть, потому что озеро находится в горах, правильно? Да, и она пресная. Она пресная. Соответственно, обитатели пресноводных какие-нибудь. Так, ну смотри, дальше. Он расположен высоко в горах. Я думаю, Это на 100%. точно. Да, это точно. Да. И 1854 метра. Какая у нас там атмосферное давление? Но она Смотри. разряжена чуть-чуть. Ну да, то есть там оно повышено в любом случае. Чем Да. выше, тем тяжелее забираться. Соответственно, отсюда вывод, что вода и уникальные свойства может иметь. Ну, воздействие окружающее. Ну да, то есть у Атмосфера. нас плотность воды та же самая, предположим, 1000 у нас на кубический метр. Ага. А тут из-за давления он может быть более плотный. Что у нас остается? Площадь поверхности 2000 километров. 2000, ну, как будто бы много. Это сколько? Что-то да. Тут Ну. метод исключения чисто, ну, Б, наверное. Да, пусть Опять, будет Б. наверное. Ну, пусть будет Б, да. Высота озера Казиной Ам над уровнем моря составляет 1854 метра. Это единственное место обитания эзинамской форели, занесенной в Красную книгу. Вода в озере обладает значительным сопротивлением для весел, что в советское время послужило основанием для создания на его берегу всесоюзного тренировочной базы. Что касается площади, то она равна 1700 квадратных метров. Да, то есть слишком большая Да. цифра была. Третий вопрос. С чего, согласно философскому учению Платона, начинается процесс познания, припоминания, интуиции, мышления, ощущения? Смотри. Античный мыслитель, правильно? Мгм. Платон. Интуицией вряд ли он пользовался. Человек наученный достаточно. Интуицией вряд ли он прибегал. Не, ну, как раз таки Он же интуиция. философ, Да, а философия является ли она наукой? Мгм. Вполне вероятно. Я бы, наверное, склонил то, что в философии больше к ощущениям, нежели к интуиции. То сейчас мы начнем спорить о том, чему учил Платон. Да. Мгм. Смотри, ну припоминание чего, в первую очередь?
Ну, как будто, а вообще как-то не катит. Припоминание, я не знаю, я не помню, чтобы он как-либо припоминание упоминал своих. Мгм. Тут Саня. откуп тебе. Абсолютно. А, была фраза у Платона: говорить нужно так, чтобы тебя слушали. Мне кажется, мышление наверняка. Или интуиция. Или все-таки интуиция? Это сейчас третий вопрос, да, идет? Да. Ну или вообще, да, ощущение, почему вы его не рассматриваете. Ощущать можно очень много чего, как, Да, для допустим, себя. то, что мы не правы. Даже для себя, если честно, ощущение бы не прибегал к ним. Мгм. Ну, И к интуиции. Можно подсказку использовать, уже. если она есть, да, как вариант. Ну, Давай. 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 Так, какая подсказка? Используем? Да, 50 на 50. 50 на 50? Почему бы нет? Смотри, сейчас уберу то, что мы и так А что вы думали? предполагали. Припоминание точное? Да. Выберите два неверных варианта ответов. И у вас остается А и Б. Так, значит, у нас с тобой остается припоминание и интуиция. Да. Опять же, интуиция для меня вещь, ну, она не особо весомая, как Спорная. будто бы. Да, она Да. спорная. Шестое вот это чувство, я чувствую, мне кажется. Может быть, наверное. Да, там и да, там. может быть, наверное. Хоть и ранее упоминал, что припоминаний нет, но если исключено мышление, Вполне вероятно. он же мыслитель, философ, правильно? Мгм. Ну, у него Он же, так видит. Да, он у так него и же видит. Он были так какие-то, мыслит. не знаю, направления, то есть он не Конечно. просто по интуиции двигался. Конечно. Ну, получается, Пусть будет да. В платонизме концепция анамнезиса, припоминания утверждает, что душа до своего воплощения созерцала вечные идеи. Восприятие чувственных вещей служит лишь катализатором или стимулом, пробуждающим эти врожденные воспоминания. Ага. ну вот. Вот как, кстати. Четвертый вопрос. В какой единственный тип музея превращена кубинская крепость Кастильо-дель-Морро? Плохого искусства, пиратства, вечной мерзлоты, мореплавания. Так, Кастиль-дель-Моро — это, Музей превращена кубинская крепость. да, это Кастильо крепость, дель Моро. это морская крепость. 100% вечной мерзлоты в Кубе нет. Ну, если в Кубе есть вечная мерзлота, я чего явно не знаю. Плохого искусства у нас везде есть современное искусство, поэтому плохого искусства. Современное искусство справляется, да, с этим? Да, Это, мне кажется, я поставлю на анонс в начале. Так, с пиратства и мореплавания. Куба, она же все еще известна своими пиратскими выходками, правильно? да. До сих пор. И в Ассасине это было. И в Assassin's Creed это было, да. Либо пиратство, либо мореплавание. Да. Ну, 50 на 50 имеется в виду, мы с Да, тобой да, да. выкинули, все, его больше нету. Тут точно не яйца. То есть единственный тип музея. То есть у нас есть, кстати, у нас есть музей мореплавания, Так, те же в нашей крепости. Эти корабли, когда бывшие в употребление списывают, их показывают, что там да как, ага. объясняют. То есть, скорее всего, Б. Пиратство, мне тоже Да. кажется. Да? Мгм. Крепость Кастильо-дель-Морро сегодня это единственный в мире музей пиратства. Абсолютно верный ответ, где восстановлены интерьеры 17-18 веков и демонстрируются экспонаты, связанные с историей пиратства в Карибском море. Пятый вопрос. Какая шахматная фигура ставит мат легаля? Ферзь, ладья, конь, пешка. Так, смотри, пешка, ставить мат пешка, это еще нужно, чтобы она выжила к концу. Это, Вряд ли, то есть, ну, да. скорее мат пешкой ставится в случае, когда пешка уже стоит на заранее выбранной позиции, и там другой Да, да, да. фигуры просто подводит. А ферзь, ну, вряд ли ферзь это. Хотя это может быть мат 3 ходов. Как он, по-моему, другой. Ставит мат легалю. Хотя это ладья. Либо ладья, либо конь, как будто. Мат
ферезем — это достаточно распространенный мат, самый, наверное, удобный. Наверняка. То есть конь или ладья? Либо конь, либо ладья. Мат легаля. Как думаешь? Сколько у тебя элла вообще в шахматах? Я в шашки играю. А, да? Ага. Так. Конем, может быть. Может быть, конем. Я со своими 800 элла вряд ли что-то сейчас скажу. Конем. Ладно. Пусть будет конь. Если мы говорим, вот, возможно, то может быть и ферзь, и ладья, и пешка. Ферзь и пешку мы каким-то нашим логическим мышлением отсекли. Тема. И ваш ответ С. Мгм. Не уверена, конечно. Да. Мат легаль — это шахматная комбинация, названная в честь французского шахматиста Легаля, который впервые применил ее в 18 веке в партии против Сен-Бри. В этой комбинации белые жертвуют ферзя, чтобы создать неотразимый мат легкими фигурами. Конем. Абсолютно Конем. верный ответ. Да, мы с тобой все-таки попали. Шестой вопрос. Какое наказание, примененное Германией в 1920-х и 40-х годах за развязывание войн, аналогично наказанию, которому когда-то подверглась Спарта? Запрет спортсменам участвовать в Олимпийских играх, жесткие ограничения на военную мощь, лишение значительных территорий, наложение внешнего контроля на управление страной. Чем Спарта славилась? Ну, тем, что они всех выигрывали и в войне, и в любых соревнованиях. Вот такие. Физически развитые ребята. Ну Правильно. так, смотри. Наложение В внешнего принципе, контроля на управление страной вряд ли. В принципе, Спарта — это децентрализованная часть полка, как и вся Греция в тот Мгм. период. То есть, да, как будто не соотносится. Так, жесткие ограничения на военную мощь. Ну, военная мощь у них общая, это все. То есть, как можно ограничить вообще, если у тебя есть один танк, и это Мгм. вся твоя страна, как его можно ограничить? То есть, в принципе, страну Но чтобы они развалишь. создавали еще больше. То есть Понял. определенное ограничение количества, условно, военнослужащих и техники. Это, в принципе, распространенная на самом деле мера. Это возможно, ограничение на военную Но мощь, это возможно. может быть Б. За развязывание войны. Вот, кстати, Соответственно, Б связано может с быть. военной мощью. Смотри, что у нас лишение значительных Но, территорий. опять же, аналогично наказанию Спарты. Мгм. Не, ну смотри, лишение значительных территорий, как мы сказали, ну, децентрализованная страна. Да. Типа, территория, она условная, опять же. Мгм. Там есть Греция, а внутри свои анклавы, скажем так. Да. Вот. И поэтому либо А, либо Б. Мгм. Мне кажется, знаешь, вот эти три ответа, они такие умные очень. Очень заумные такие, А мы знаешь, нет. с политикой. Да, мы выберем Олимпийские игры. Как тебе? Ладно, пусть будет, ладно. Пусть будут Олимпийские игры. Запрет спортсмену участвовать в Олимпийских играх. В принципе, Руслан, ты вначале сказал, что это вообще вопрос, который ответит Мурат, Да. но сам ответил, в принципе. Наказание, примененное Германии после Первой и Второй мировых войн, схоже со спартанской изоляцией тем, что страну отстраняли от международных спортивных мероприятий. Исключение из олимпийского движения, особенно в 1908 году, рассматривается как современный аналог наказания Спарты, направленный на международную изоляцию агрессора и подчеркивающий ее вину в развязывании войны. Все-таки твой вопрос оказался. Ну, там, наверное, больше на шару было вкинуто. Седьмой вопрос. В какой древней цивилизации появились первые города? В Месопотамии, в ацтекской, хетской, в греческой? Появились первые города. Так, ацтеки — это у нас племена. Мне что у нас в Америке были всегда. Ацтеки? Вроде майя. Ну, не точно, опять же. Так. Греческая как будто бы слишком очевидно. Ну, Греция навсегда с развитостью славилась, очень была развита. Возможно, даже вот в этом и суть, что самый элементарный вопрос, самый легкий. Месопотамии. Как будто Тут вопрос больше, что появилось у них у всех были города. Но Наверное, нужно рассматривать сперва, какой? какая цивилизация была самой древней. Древний, Да. да. Про ацтеков в Месопотамии все слышали. Мгм. Кто такие хетские?
знаю, до них я не доходил, не интересовался. Мгм. Ацтеки прожили довольно-таки, ну, как цивилизация, довольно-таки долго относительно остальных. Греческий самый элементарный, как будто вопрос. Самое элементарное. Ответ, точнее, да. Да. Что выберем, греческое? Как-то слишком элементарно. Скорее вопрос в том, что самое древнее появилось. Может, право на ошибку? Не, у нас тут... Еще два вопроса, наверное, оставшиеся два оставим все-таки. Но вы же можете не услышать, в принципе, оставшиеся два вопроса. Так, ладно. Давай. Давай право на ошибку, пусть будет. И ваш ответ? А если мы ответим правильно, то Да, она все равно сгорает, все да. равно сгорает, да. Да. В греческой, скажем, Ну, давай, если очевидно, пойдем по очевидному пути. пусть будет в греческой. Это неправильный ответ. Месопотамия. Месопотамия известна как колыбель цивилизации благодаря двум ключевым событиям, произошедшим в районе Шумера в 4 тысячелетии до нашей эры. Появление первых городов, имевших черты, схожие с современными городскими поселениями, и изобретение письма. Вот так вот. Вот так вот, запомнили. Хорошо, Месопотамия. Висхан, вы победители чемпионата, профессионалы информационной безопасности. Что для вас было таким самым сложным? Наверное, самым сложным была Можете вообще подготовка. рассказать из того, что вообще себя представляет этот чемпионат? Профессионалы это ход, так скажем, мероприятий по различным компетенциям, там, кроме как от информационной безопасности, заканчивая вот этими технарями, работающими с моторными технарями. Самые тяжелые в подготовке именно к информационной безопасности, наверное, нет, даже не так, самая тяжелая информационная безопасность была подготовка, так как время было ограничено, а информационная безопасность — это на самом деле тема для подготовки достаточно неудобная, ибо там реально нужна практика. То есть зайти куда-то что-то сделать, как условно на каком-то языке программирования, просто научиться что-то делать, там не получится. Тебе реально надо работать с сетями, с серверами и так далее. Хотя есть сервисы, которые предоставляют эти услуги для подготовки, TryHackMe, HackTheBox и так далее. Но все же, наверное, подготовка, и уже после вот эти вот 3 дня с 9 до 6 перед компьютером сидеть, размышлять, делать, пробовать, тыкать, все делать. Так вот. А какие советы вы могли бы дать вообще первокурсникам, которые начинают свой путь в университете? Если в целом начинающий путь в университете, нужно понимать, куда ты хочешь, в принципе, стремиться. Если тебе реально интересна наука, знание, изучение, то я очень сильно советую начать развиваться в рамках университета. Как бы кто на самом деле вот сейчас очень распространено, мол, университет ничему не учит, там ничего не бывает, вузу ни зачем, красный диплом тоже. Нет. По моему мнению, при наличии желания ты в университете можешь найти огромное количество знаний. Просто нужно самому к ним стремиться. Хорошо, надеемся, что наши студенты, в принципе, прислушаются. Мурад, вообще какие ваши ближайшие профессиональные или научные цели на ближайший год, 2? В первую очередь, это закончить мое образовательное учреждение, чтобы получить диплом, так как он все-таки важен, Да. наверное. Ладно, важен, хорошо. И дальше пойти по стопам юриста на юридическое образование, так как в наше время довольно-таки много людей данной специальности, однако же, к сожалению, они не работают по своей специальности. А в нашей стране нужны юристы, экономисты, те, которые могут разбираться, те, которые будут работать по этой специальности. Поэтому как-то так. Ты по какой специальности учишься? Программирование, Программирование. да. Такой На самом резкий. деле очень необычно, вот, крайне необычный выбор. Обычно по глупости юриспруденция, да, а потом уже что-то довольно-таки прикладное выбирают, а ты наоборот. Как бы. Наоборот, да. Сглупил, потом сглуплю. Сначала по умному, потом посмотрим. Вот. Ну, в принципе, сам факт того, что ты понимаешь, что это тоже будет и самым правильным решением, это радует. Да. Спасибо. Продолжим нашу игру. 8 вопрос. Что Шекспир метафорически назвал сценой, на которой все люди играют свои роли? Мир, жизнь, общество, семью. Смотрим. Сцена. Очень интересно, как ты будешь играть свою роль на семье.
Ну, как будто, если тебе приходится играть роль в семье, то у тебя с психикой, У тебя нет семьи. у тебя не все нормально, да, как будто. Мир, жизнь, общество. Как будто на данный момент тут очевидно, нет? Может быть. Жизнь или Мир. общество? Как будто бы мир. Мир, на который все играют свою роль. Мир — это сцена, на которой все люди играют свою роль. Ну, все люди абсолютно. Все люди. Наверняка мир. Это ответ? Да. Да. Шекспир метафорически назвал весь мир сценой, на которой все люди играют свою роль. И весь мир театра, а люди в нем актеры. Он подразумевал, что жизнь — это пьеса, а каждый человек на протяжении своего существования играет множество разных ролей. Это знаменитая метафора, взятая из его комедии. Как вам это понравится? Да, все-таки, Мурат, Да. ты был прав. Это мир. 9 вопрос. На территории какого современного государства находятся руины цивилизации ацтеков? Мексики, Испании, Бразилии, США. У нас что получается? У нас есть Испания, Есть. Это, Это Европа. Европа. Да, Да. это Европа. то есть она 100% у нас не подходит, потому что ацтеки это они просуществовали еще очень довольно-таки долгое время. То есть у них прям руины сохранились, даже из вопроса идет. Это Америка. Это Америка, Это 100%. да. Бразилия — это южная часть. Мгм. На южной части довольно-таки часто совершались нападки, и там, в принципе, ничего нормально не сохранилось. Там сколько? Очень разрозненная часть Да. Америку. Это находится Либо Мексика, либо США. либо США. Мгм. Что мы знаем об США и Мексике? Самое популярное место в США. Нью-Йорк. Вот. Каких-то руин. Лос-Анджелес. Да, да, вот какие-то популярные туристические современные места. Ага. То есть в инфополе в любом бы случае проскочило бы, что какие-то руины, еще что-то, что-то да есть. Да. Да. А Они Нью-Йорк и Да, 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 хотя бы в раз что-то Лос-Анджелес. такое было бы. Да и они бы это фортили постоянно. То есть пусть будет Мексика. остается Наверное, Мексика. Трамп сказал бы, что он потомок ацтеков. Да, и не американский перелив ацтекский. Руины Ацтекской империи в основном расположены под современным Мехико, столицей Мексики, где находилась их столица Теночтитлан. Основные памятники, такие как Темпла Майор, главный храм и остатки дворцов, погребены под историческим центром города. Да, да, Мехико. 10 вопрос, как вы думаете, про что будет? Скорее Какие всего, догадки? завершающий про университет какой-нибудь, да, снова? Мгм. Мурат? У тебя? Вероятно, либо что-то про даты. Про даты. А даты, Да, вы знаете, нет, абсолютно нет. Опа. Закрытый сборник. 10 вопрос звучит так. За какой сборник философских поэм Ахмаду Сулейманову предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе? Несколько слов. Наши нравы о судьбе. Философский трактат. Так, Ахмад Сулейманов. Смотри, сразу философский трактат вряд ли. Почему? Потому что философия, она по своей сути очень сильно противоречит и ссорится с религией, правильно? Да, а это наш человек. Это Ахмад Сулейманов, не думаю, что... Ну, если уж и писал, то философский трактат, то без упоминания противоречий Богу Всевышнему. Наши нравы о судьбе несколько слов. Наши нравы как будто звучит очень По-нашему. по-нашенски, да. Да. Для того, чтобы сохранить традиции, а даты наши. Несколько слов о судьбе. О судьбе тоже. Странно. Как самом будто бы деле. я несколько слов где-то слышу. Я тоже несколько слов как будто где-то слышал. Это очень знакомое. Предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию по литературе. Нобелевская премия — это Самая почитаемая у нас премия. премия. Научная. Как правило, дается за открытие определенное. Да, либо открытие, либо же какая-то Выдвинутая да. теория, Да, 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 да. очень близкая к правде. Мгм. Несколько слов о судьбе наши нравы. Этих трех. И наши нравы. Несколько слов. Как думаешь, что можно было бы в несколько слов вписать? Это какой сборник философских поэм? Смотри, ПМ. философских. Мгм.
Тогда может Сборник. сборник, да, может философский трактат тогда и как вариант. Трактат это ж, Ну, это разъяснение сборник. чего-то. Да, сборник, трактат как раз таки сборник. да. Типа множество. Может, да? Д? Д. Что мне нравится реакция ведущего. Он нас переубедил. Несколько слов о судьбе и наши нравы. Ну, я думаю, несколько слов. Несколько слов. Я тоже как будто слышал несколько слов. Несколько слышал, да? Да, если сегодня Да, несколько за слов. сегодня чуть больше несколько слов. Так, это окончательный ответ? Пусть будет А. Да. Пусть будет, но раз вы настаиваете на этом, пусть будет. В 1988 году Ахмад Сулейманов стал лауреатом Государственной литературной премии ЧССР за сборник философских поэм «Сашидуаш». Несколько слов. Эта книга вызвала широкие обсуждения и восхищение, что даже привело к предложениям выдвинуть автора на Нобелевскую премию по литературе. Все-таки несколько слов. Да. Это почему? Потому что сегодня тоже несколько слов всего. Да, кстати, можно было вот такой вот Подвеску, завеску. найти. Да. Вислам Мурад, вы абсолютные победители. Поздравляю вас. Небольшие подарки от телеканала. Баракала. Делрес Хилшун Кайкарна. Делрес Худел Саугата Галсана. Это было, в первую очередь, я бы сказал, познавательно. Да. Узнали много чего интересного на самом деле. Главное это все запомнить. Да. И Главное это не забыть. Если честно, все подобные рода квизы меня очень напрягают. В душе что-то просыпается, что ты не понимаешь, и заставляет сомневаться. Что ты знаешь, и в том, что ты не знаешь. Как будто в чем-то уверен и нет одновременно. Мгм. Ну, в любом случае, Рамзан Мерерите. Мгм. В любом случае, Рамзан, вам огромное спасибо. Делрес Хул Кайкарна. Мурад, Висхан, спасибо, что приняли приглашение и пришли в город, что вы победили. Делрес Хилшун дал я Делрес Шунахил Дал Сагаил.